По оценкам ученых и аграриев, последние заморозки растения пережили с минимальными потерями. Единственное, за что переживают эксперты, это температура почвы, пока она ниже нормы для посадки картофеля. А между тем, второй хлеб уже должен быть в земле. Теперь главное не прогадать с сортами. Они должны быть готовы к любым капризам погоды. Как наша местная флора приходит в себя после майского снегопада, узнала Виктория Палкина. Вот здесь видно на жимолости верхние цветочки, они повреждены морозами, заморозками, которые у нас были. А бутоны и более, свежераскрывающиеся цветы, они уже более целенькие. Жимолости от майского снега досталось больше всего. Смородина, малина, крыжовник пережили заморозки с минимальными потерями. А все потому, что вегетация только начинается. В экспериментальном питомнике Института агробиотехнологий Коми-научного центра уже оценили ущерб от неприятного сюрприза погоды. В этом году понижение ночных температур случилось от минус 0,8 до минус 1,3 градусов ниже нуля. При этом выпал обильно снег, и поэтому вот эти два фактора, они нивелировали друг друга. То есть снег – это хороший теплоизоляционный материал, и если у нас растения находились под снегом, их органы находились под снегом, конечно, они повреждений особых не получили. Особые переживания у дачников вызывает состояние моркови, редиса и зелени. Здесь ученые успокаивают, с ними ничего не случилось. А вот лук-севок надо было прикрыть. Помощь после заморозков понадобится даже тепличным помидорам и огурцам. Теперь их нужно чаще поливать. Много вопросов и по посадке картофеля. В прошлом году у нас картофель был уже высажен в 20-х числах мая. А у нас все-таки световой день несколько иной. И теплое лето не очень длинное, а это все сказывается на урожае. И вот представьте, что если, среднегодовые температуры, летние лучше температуры, вегетационные температуры будут несколько ниже, чем нужно для картофеля, он просто не созреет. А если мы положим этот картофель на хранение, не совсем зрелый, мы и потеряем очень много. А вот вредители все минусовые температуры пережили хорошо. Заработали себе дополнительный иммунитет. А дальше их активность будет зависеть только от погоды и прежде всего от осадков. Вот эти климатические качели, это все провоцирует вспышки размножения. У нас, слава богу, пока картофель этого колорадского жука, основного вредителя картофеля, его пока не слышно. Вот помните, с 10-х годов, в 2010-м была большая серьезная проблема. Сейчас пока затихло, но будут благоприятные условия, и я думаю, что мы еще и с ним можем столкнуться. Сотрудники Института агробиотехнологий уверены, в любом случае всем растениям нужна поддержка. Сегодня здесь разрабатывают целый ряд биопрепаратов для борьбы с вредителями и ускорения роста в условиях короткого северного лета. Виктория Палкина, Яков Шлегель, телеканал Юрган.